распространяется по Якутии, в каких районах зарегистрированы случаи и где есть подозрение на коронавирус. Семьи с материнским капиталом получат по 5000 рублей на детей до 3 лет. В какой срок надо обратиться за выплатой? Предотвратить паводок или минимизировать ущерб. Уникальный мобильный приемно-передающий комплекс скоро откроется в Якутске. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. 2558 случаев заболевания коронавирусом в России выявлено за минувшие сутки. 148 человек скончались, выздоровели 1470 пациентов. Теперь в стране зарегистрировано 18 тысяч случаев заболевания COVID-19. Ну а в Якутии зарегистрировано 3 новых случая коронавируса. По данным оперативного штаба, подтвердились подозрения на COVID-19 у жителя Якутска с внебольничной пневмонией и у семейной пары из Горного Улуса, бывшие на лечении в Санкт-Петербурге. Сейчас заболевшие находятся в инфекционных стационарах. В настоящее время эпидемиологи Роспотребнадзора начинают свою работу в селе Бертигостях. С нашей стороны подготовлен обсерватор для помещения контактных лиц. Это помещение на 12 коек в селе Магарас и помещение на 20 коек в селе Бертигостях. И дальнейшие действия мы будем осуществлять с согласованием Роспотребнадзора и Республиканским оперативным штабом. Напомню также, что в Ленском районе официально подтвержден новый случай коронавируса. Всего же в Якутии зарегистрировано 26 случаев коронавируса, выздоровели 13 человек. Глава региона отметил важность режима самоизоляции на примере Алдана. Его несоблюдение привело к объявлению карантина в городе. В поселке Ленинский также введен режим карантина, в район переброшены дополнительные силы. Хочу сказать, что режим карантина у нас полностью введен по городу Алдану. Он уже соблюдается. Туда переброшены дополнительные силы и медиков, и представителей МВД. Сегодня туда выдвигается также определенная группировка Росгвардии для обеспечения соблюдения режимов карантина. Режим карантина, конечно же, гораздо более жесткий, чем тот режим самоизоляции, который ранее был предписан. Также мною подписано решение о введении такого же режима карантина для поселка Ленинский. Но это практически пригород Алдана. Они соединены транспортной схемой, и по просьбе главы Алданского района такой режим по этому пригороду тоже введен. Из-за карантина в Алдане будут строго контролировать нарушителей самоизоляции. Соответственно, люди, которые будут нарушать соблюдение карантина, будут привлечены к административной и другим видам ответственности. Полномочия в режиме карантина у контролирующих и надзорных органов есть. Подчеркиваю, все предприятия жизнеобеспечения будут работать в штатном режиме. Все силы и средства Алданского района приведены в режим повышенной готовности. Семьи с материнским капиталом получат по 5000 рублей на детей до 3 лет. Выплата положена семьям с материнским капиталом до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи. В распоряжении семьи есть почти 6 месяцев для обращения за средствами. Для получения достаточно подать заявление в личном кабинете на портале Пинфонда или Госуслуг. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата предоставлять не нужно. ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости. Хочу обратиться к матерям, которые сейчас готовы или напишут, заявление, особенно через личный кабинет. Будьте предельно внимательны при подготовке и заполнении форм заявления. Особенно реквизитов свидетельств о рождении детей и банковского счета. Вот это требует от вас пристального внимания. Хочу также сказать, что вся необходимая информация о этих единовременных выплатах имеется на сайте Пенсионного фонда. И еще раз напоминаю, что в связи с сложившейся ситуацией
приоритет, конечно же, в подаче заявлений является электронная подача заявлений через личный кабинет застрахованного лица на сайте пенсионного фонда или личный кабинет гражданина на портале государственных услуг. Сегодня спортсмены и люди, привыкшие заниматься физкультурой, оказались в непростом положении. Залы и стадионы закрыты, однако активность необходима многим. Врачи говорят о том, что здоровый образ жизни – это основа профилактики вирусных инфекций. Работа тренеров не останавливается даже в период самоизоляции. О том, как проходят тренировки, знает наш корреспондент Юрий Осипов. Мы сейчас находимся дома у Василия. Здесь у себя во дворе на небольшой площадке он проводит онлайн-уроки для своих воспитанников. Сейчас он тренирует более 20 спортсменов. Стоит отметить, что больше половины из них – это призеры России, мастера и кандидаты в мастера спорта. Здесь мы можем увидеть телефон, установленный на штатив, посредством которого он не только рассказывает, но и показывает различные упражнения. Сейчас давайте ненадолго оторвем его от занятия и спросим подробнее, как он его проводит. Василий, здравствуйте. Расскажите, как вы подбираете упражнения для своих воспитанников? В данное время, во время карантина, у нас работы стало еще больше. Нужно учитывать не только отдельные заболевания каждого спортсмена, но и учитывать в тех условиях, в которых он тренируется сам, так как не у всех дома есть спортивный инвентарь и приходится использовать предметы быта. Спасибо большое. Несмотря на то, что лично он сейчас проводить занятия не может, но все равно старается, чтобы спортсмены выполняли весь положенный объем тренировок. Переправы через Лену вблизи столицы региона готовятся к закрытию. С завтрашнего дня проезд запрещен для всех видов транспорта на автозимниках Якутск-Нижний Бестях, Умнас-Хатасы и Кангаласы-Сотинцы. Такие меры связаны с резким ухудшением состояния ледовых автозимников, вызванное аномальным потеплением. МЧС Якутии объявила о закрытии с 14 апреля в целях безопасности пользователей автодорог. Водителям необходимо завершить перевозки грузов и пассажиров в указанный срок. Запрещается выезд на лед в местах, не оборудованных для этих целей, в местах, где выставлены запрещающие информационные знаки. За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по статье 9.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Саха-Якутия с наложением административного штрафа. Также Главное управление МЧС по республике ведет работу для предупреждения чрезвычайных ситуаций во время прохождения паводка. Для безаварийного пропуска паводковых вод организована работа в 3 этапа. Для этого спланирована группировка сил и средств свыше 16 тысяч человек и более 2000 единиц техники. Спланирована работа авиации МЧС России, Якутской и территориальной подсистемы для мониторинга складывающейся паводковой обстановки, а также переброски сил и средств по ходу под продвижение ледохода на реках республики. Также в готовности к применению 4 беспилотных авиационных комплекса БАС. В текущем году для ликвидации возможных ледовых заторов организована работа 2 команд взрывников. Главным управлением проведена работа с администрациями муниципальных образований по уточнению пунктов временного размещения. По представленным данным, в республике создан 231 пункт временного размещения граждан вместимостью более 23 тысяч человек. Современный комплекс поможет предотвратить паводок или минимизировать ущерб. Уникальный мобильный приемно-передающий комплекс, не имеющий аналогов в России, скоро откроется в Якутске. Подробности у Сергея Мхедова. Сейчас мы находимся в модуле обработки информации. Здесь у нас оборудованы рабочие места для операторов. И непосредственно здесь мы можем наблюдать обработку получаемой космической информации. Здесь у нас происходит планирование сеансов космической связи. На этом рабочем месте у нас предусмотрен комплекс управления и контроля, а также регистрация получаемой информации. Кроме всего перечисленного, в модуле обработки информации также имеются стойки с техническими средствами для обеспечения приема и обработки космической информации.
Полученная информация обрабатывается. После эти данные позволят своевременно определять и паводковую обстановку, и очаги возгорания во время лесных пожаров на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. А также они помогут оценить масштабы техногенных катастроф. Основное преимущество оборудования – мобильность в сочетании с современным комплексом технических средств. Современная аппаратура сможет бесперебойно работать даже в условиях севера. Антенный комплекс оборудован специальным опорным устройством, которое исключает возможность опрокидывания при плохих погодных условиях, сильном ветре. Разработчиком данного оборудования выступил АО «Научно-исследовательский институт точных приборов» в соответствии с действующей Федеральной космической программой России. Открытие комплекса в столице региона ожидается уже на днях. Сергей Михедов, Майдар Сапкеев, Якутск. Якутянам покажут образовательный документальный фильм про развитие цифровых технологий в регионе. В Министерстве связи республики в прошлые выходные состоялась презентация этого фильма. Он называется «Цифровой алмаз». Якутия является одним из показательных субъектов страны, где идет полноценное внедрение новых информационных технологий. Как отметил министр, жители республики являются активными пользователями новых технологий, интернета и социальных сетей. Сегодня министерством делается большая работа по внедрению и подключению отдаленных районов республики к ВОЛС. Также министр сообщил, что фильм получился очень интересным и информационным. Так что, когда фильм выйдет на большие экраны, обязательно найдет своего зрителя. Общий показ по стране пройдет 14 апреля. Это фильм как, скажем так, шаблон для других регионов. То есть сейчас он снят. Он сегодня будет премьера его по всей стране, но только для руководителей других субъектов. Интересно, на самом деле, фильм получился, потому что мы вначале скромничали очень, зачем про нас снимать фильм. Но, посмотрев фильм, могу сказать, что да, действительно, фильм может быть полезен довольно широкому кругу лиц и командам из других регионов, потому что в Якутии действительно за последние несколько лет сделано очень много в части развития инфраструктуры, в части инновационной экосистемы, наш IT-парк, наши стартапы, наш фонд развития инноваций, наш акселератор. Аналогов, конечно, на Дальнем Востоке и в стране очень мало. На этом у меня все. Не переключайтесь. До встречи в эфире.